Первые читатели российских и иностранных изданий в Коми-крае появились еще в XVIII веке, а в конце XIX на столичные и губернские издания в Коми-крае подписывались зажиточные крестьяне Усть-Сысольского, Яринского и Печорского уездов. Согласно статистике, население края по подписке получало около 600 экземпляров газет и 80 журналов в год. Получается, широкая аудитория СМИ возникла задолго до рождения местных периодических изданий. Ведь самые первые печатные издания в Коми-крае появились только в начале прошлого века. Ученые историю коми-печати делят на два периода – легальный и нелегальный. Первое нелегальное издание – это был журнал «Яринская колония политических ссыльных», вышел в Яринске в 1909 году. Издание было отпечатано на гектографе. Это тиражируемая деревянная доска с краской. Всего вышло несколько десятков экземпляров, поскольку такой метод печатания не мог выдать большее число копий. Вышло всего 2 номера. Но Яринск считался самым глухим вообще уголком для политической ссылки в Вологодской губернии. И то, что здесь стал выходить журнал, было просто политической бомбой для Коми-края. 2 номера всего вышло этого журнала. Среди издателей был будущий нарком, советский нарком почты и телеграфа Подбельский. Полиция накрыла это издание, гектограф был конфискован, номера журнала под названием «Яринская колония политических ссыльных» были изъяты, конфискованы, до сих пор не обнаружены. В 1916 году в Усть-Сысольске военнопленные Германии и Австро-Венгрии, тех стран, с которыми воевала Россия в годы Первой мировой войны, тоже нелегально на гектографе выпустили журнал «Пурль-Оратор». Номера этого издания тоже пока не обнаружены. Мне удалось обнаружить в фондах Усть-Сысольского полицейского управления ряд документов, в которых излагалась история этого издания. Но само издание тоже, к сожалению, обнаружить не удалось. Но я знаю, что оно в 1916 году выходило. Вышло всего 3 номера. Полиция, соответственно, обнаружила все эти 3 номера, конфисковала, изъяла. Активные издатели, среди которых был, например, австрийский офицер, штабс-капитан Цепник, были арестованы и отправлены в Ярославль. Можно только догадываться, о чем писали эти самые иностранцы, военнопленные, находясь здесь, в Усть-Сысольске. Наверное, обсуждали какие-то литературные дела, советы, как держаться в русском плену, писали какие-нибудь стишки там друг другу о поддержке и так далее и тому подобное. Толчком к появлению первых легальных местных изданий послужили бурный подъем общественно-политической жизни и февральская революция. 18 мая 1917 года у нас в Усть-Сысольске вышла первая коми-газета на русском языке. С очень длинным названием, я сейчас его произнесу. Газета называлась «Известия общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда». Вышло всего 3 номера, и уже летом 2017 года она прекратила свое существование. Но она издавалась типографским способом, примерно 400, а может быть даже и 500 экземпляров, распространялась по всему Усть-Сысольскому уезду, то есть вплоть до Троицко-Печорска, и крестьяне были очень рады, что выходит такая вот коми-газета, правда, на русском языке. Затем в Яринске стала выходить «Яринская газета», освещающая новости западных районов Коми-края. Газета издавалась эсерами, в том числе при участии известного коми-ученого Алексея Семеновича Сидорова. Немного позже в городе Чердынь стала выходить малоизвестная исследователям газета «Известия Чердынско-Печорского края». В то время, в 18 году, Верхняя и часть Средней Печоры входили в Чердынский уезд Пермской губернии. В газете большое количество статей было посвящено жизни на Печоре. Основатель Усть-Сысольского музея и архива Андрей Цембер, собиравший первые советские издания того времени, в своем дневнике сделал заметку на память. Первый номер газеты «Зырянская жизнь» вышел 10 июня 1918 года. Именно этот день считается официально днем рождения коми-печати. Основателями многотиражки были левые эсеры. Инициаторами создания газеты стали 3 Дмитрия. Дмитрий Яковлевич Попов, выпустивший лишь 3 номера, Дмитрий Розанов, присланный руководством из центра России, и Дмитрий Степанович Попов. Четырехстраничная «Зырянская жизнь» выходила на русском языке раз в неделю тиражом в 300 экземпляров.
Печаталось издание в небольшой усть-цесольской типографии Зосима Следникова. Это первая типография, которая появилась в Усть-Цесольске еще в 1906 году. До 1918 года здесь было напечатано более 50 книг, преимущественно заказанных уездной земской управой, в том числе первые сборники коми-фольклора. Население края с надеждой ждет слова на родном языке. И вот с 4 номера появляются отдельные публикации на коми-языке. Первым коми-материалом, который вышел в русском издании, было стихотворение Виктора Савина «Красный звон». Потом стали появляться статьи и произведения Михаила Лебедева, Василия Лыткина и других начинающих коми-поэтов и писателей. И мне крупно повезло в том, что с самого начала, буквально с самого начала моей работы я попал, в гущу тех людей, которые были зачинателями коми-печати. Это писатели Яков Рочев, это Василий Юхнин, это Игнатов, это Серафим Попов, Николай Павлович Попов. В работе у каждого писателя, журналиста, свой стиль, свой метод работы. Мы уходили с работы все вместе, и он вдруг говорит: о, слушай, Леня, ну-ка, стоп, я, говорит, ну-ка вспомнил, у тебя есть ручка с собой? И вот некоторые факты, некоторые слова, интересные слова, некоторые мысли, некоторые образы он схватывал на ходу, записывал в блокнот, а потом уже использовал, когда садился за машинку. Я в прямом смысле слова горжусь, что они меня приняли в свою среду. И с этого времени я был полностью отдан журналистике. И на сегодняшний день неизвестно, сколько было редакторов за 95 лет. Кто когда начинал, кого посадили, кого расстреляли, кто сумел выйти из этого ада, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто был редактором во время войны. Вот поэтому говорю, инкогнито. И узнать это наша задача. Долгое время газета печаталась с применением букв молодцовского алфавита. Затем на некоторое время коми-письмо было переведено на латинскую графику, поэтому и все издания, соответственно, печатались латиницей. Инициатором процесса был профессор Грен. Ученый полагал, что через латинизацию неминуемо пройдут все языки по пути к единому языку мирового коммунизма. Латинский алфавит просуществовал недолго. Причины делатинизации были связаны с изменением отношения к этому мероприятию в окружении Сталина. В нем усматривалось проявление национализма и стремление оторвать народы от русского языка. Поэтому письмо вновь перевели на молодцовский алфавит. А с 1939 года по сегодняшний день все газеты печатаются кириллицей с добавлением и с точкой. С 1926 года в Усть-Цесольске выходит еще одно печатное издание на коми-языке – журнал «Ордым». Впоследствии его переименуют в «Ударник», а затем «Авоевов Кожув». Свою первую повесть, которую я написал на коми-языке, была опубликована в журнале «Авоевов Кожув». Я часто бывал на севере нашей республики. Там было одно такое большое село Петрунь. Там жили оленеводы. Но там это село Петрунь около 600 лет, наверное. Это была очень интересная судьба этих людей. Меня все это заинтересовало, и я написал повесть, которую назвал «Чулькиас». «Чулькиас» – это холмы. Каждый журналист следит за событиями, потому что события – это жизнь. События самые интересные, хорошие события. Не только самые интересные, могут быть события и такие малозначительные, но из малозначительных событий складывается крупно. Об этом нельзя никогда забывать. Первоначальное название газеты «Зырянская жизнь» за все 95 лет поменялось аж 11 раз. Газета – зеркало эпохи. Поэтому их содержание и название отражали господствующую идеологию. В разные годы газета называлась «Удж» – «Работа», «Еготой» – «Светлый путь», «Верледжич» – «Лесоруб». Одно время газета оставалась двуязычной и называлась «Гырдзнамя».
В 1955 году издание разделили. Его комиязычная версия получила название «Коми-колхозник», а русская «Красное знамя». Причем обе газеты первоначально почти абсолютно дублировали друг друга. На страницах газет были сводки об окончании посевной, статьи про удои, достижения лесных бригад. Сегодня «Коми-колхозник» известен как газета «Коми-му». Герои у нас в наших изданиях национальных те же самые. Те же самый человек, который живет на земле, человек, который сохраняет свою коми-культуру, человек, который старается жить по совести. Мы в наших всех 5 изданиях, в том числе, естественно, в республиканской газете «Коми-му», никогда не гонимся за жареными фактами. У нас, если идет полоса «Человек и закон», то мы на этой полосе, чтобы человек прочитал и понял, какой закон вышел, кому обратиться, куда идти. Пример привожу по кадастровой палате. Интервью о том, как оформить участок. И звонит один мужик и говорит, что я, говорит, механик в гараже. И ваша вот кадастровая эта палата-то у меня и на стене вот висит. Потому что я вот посмотрел и жене говорю, вот куда идти-то надо. В 1958 году начинает издаваться газета «Молодежь Севера». А в 60-е в Коми АССР уже выходит 3 республиканские, 4 городские, 15 районных газет. В том числе 8 на коми-языке. И плюс ведомственные газеты. Разовый совокупный тираж их составлял более 170 тысяч экземпляров. В конце 80-х коми-периодика пополнилась детским журналом «Бикинь», «Искорка» и еженедельной газетой для юношества «Елага», «Эхо». Сегодня у 95-летней газеты «Коми-му» современное лицо цветной первой страницей. 24 полосы верстают на компьютере и печатают на современных станках. Но свежие номера «Коми-му» можно найти и в интернете, на сайте издания. Есть даже электронная подписка. Но уходить во всемирную сеть насовсем издательский дом «Коми» пока не собирается. Впрочем, если это и произойдет, в этом нет ничего страшного. Компьютер сегодня есть почти в каждом доме. Поэтому старейшая газета республики будет и дальше выполнять свою главную задачу – сохранять и развивать родной коми-язык.